Всем доброе утро, ребята! С сегодняшнего дня мы начинаем снимать для вас влогмасы! Ну что, мы начнем наш день с небольшой пробежки. Возьму с собой свою любимую просто сумочку, в которую влезает все, я не понимаю как. Like a ransom note. If I give in, will you come home? I put everything I had into getting you back. I was only 17, and you were the air I breathed. I walked across a burning bridge for you, for you. Those roads we... Передышка. Хочется так весь день сидеть, ни о чем не думать. Уже совсем скоро Новый год. Вообще по погоде не скажешь, что зима. Начнем с того, что я нашла себе работу. Я теперь занятой человек. О май гад, классно звучит. Работа меня полностью устраивает. Я вам сниму как раз таки завтра влог. Я всегда говорила, что я никогда не буду работать в офисе. Что вы думаете? Never say never. Я работаю в офисе. Сзади меня прошел такой странный чувак. 20 раз обернулся, страшно. Новогоднее настроение, новогодний настрой, хочется снимать и влогмасы, хочется снимать какие-то новые проекты. Идей в голове, ну хоть отбавляю. Я не знаю, как я все это успею. Делать свои повседневные дела, учеба, скоро еще экзамен. Чтобы все это успеть, нужно крепкое, хорошее здоровье. Я занимаюсь спортом ежедневно. Уже вошло в привычку. Если я не позанималась с утра зарядкой, гимнастикой или всякими упражнениями, то у меня уже сразу организм это понимает. Я весь день чувствую, что я реально что-то забыла, вот что-то важное. Нужно привить себе эту привычку. У меня это получилось, я вам как-нибудь потом еще и расскажу, как это делается. Сложно, это невозможно, это реально сложно, но не невозможно. Нет ничего в этом мире невозможного, все возможно. Всегда говорила и буду всем говорить, лучше бегать по утрам, чем бегать по больницам. Ребят, берегите себя, любите, занимайтесь спортом, вы у себя одна, единственная, больше никто, кроме вас, за вами смотреть не будет. Смотрите, что я откопала в наших местных маркетах. Я когда в Турции была, у них таких маленьких бутылочек с водой было очень много, они продавались везде, и мне кажется, это гениально на один раз, на одно питье. Пока дома никого нету, я решила все-таки воспользоваться этой возможностью и снять новое видео. Для этого нам нужно накраситься, сделать какой-нибудь новогодний макияж. Что у нас тут есть? Это матовая помада Luxe Visage, ну как бы уже с тренда вышел вот это вот матовые губы. Вместе с ним я купила себе блеск для губ от Vivienne Sabu. Он такой милый, вкусно пахнет, я его ношу всегда с собой, с небольшим оттенком, такой пепельно-бордовый, фиолетовый, чтобы был немножко такой свежий вид. Все-таки я считаю, что нужно брать с каким-то небольшим оттенком. Такой новый тональный крем от Lumene, тоже матирующий. Я не знаю, что со мной случилось, почему я это прям налегла на матовость. Он известный, он популярный, его все хвалят, и я решила попробовать. Мой предыдущий тональный крем от Art Visage, он легкий, он подходит на весну-лето, я считаю, почти ничего и не перекрывает, и что-то на зиму решила более плотной текстурой, и вот как раз таки Lumene мне и посоветовали. Приехали в кофейню с сестренкой, чтобы поболтать, поговорить, покушать, почитать, своими делами позаниматься. Я взяла с собой пару книг. Шарлотта Бронте я уже дочитала, можете меня поздравить. Я ее начала весной, закончила зимой. Многие хвалили, я тоже с таким трепетом взялась за нее. Можно заметить по закладкам, интересно стало ближе к концу, а в начале это было так скучно, что я хотела его бросить. И, ну, концовка реально, она такая счастливая. Снова поверила в истинную любовь, счастливый конец, одним словом. Спасибо этой концовке, но я эту книгу себе не оставлю. Я ей ставлю 6 баллов из 10. Много, мало, судите вам. Если вы ее читали, напишите в комментариях, как она вам, какие части вам понравились, что вы думаете о этой книге. Справедливо ли я оценила эту книгу по достоинству? Заказала тыквенное латте, по вкусу я его еще не так испробовала, но для разнообразия можно в целом. Моя сестренка, она художница, рисует домашние здания. Смотрите, как красиво. Капец. Да? Я еще видела твои другие работы, прям точками-точками ты делала. Да. Точками. Это сколько нервов нужно иметь? Нет, еще как бы, если бы только один даст, то окей.
то, но Агай наш очень прям строгий, препод, он не принимал. Не принимал? Не принимал. Я 3 раза рисовала. 3-й раз его не было, я просто под дверью файл положила и под дверь просто. Подавите! Тебе нравится? Ты не пожалела, что поступила именно туда? Тебе нравится? Мне очень нравится, да, потому что там у меня такие одногруппницы, не завтракал, кому плохо, они все это... Человеческое отношение, да, понимают, и как бы коррупции вообще нет. Люди тебя окружают самые хорошие, достойные. Достойные. Я очень люблю своих одногруппниц. В 8:38 утра нужно быстренько собраться, сделаем легкий какой-нибудь макияж. Все, мне очень нравится то, что у меня получилось на лице. И все, да, этот макияж поднял мне настроение. Я не думала, что мне идут стрелки. Я думала, что я рисовать стрелки не умею. Не знаю, как-то с другой стороны на себя взглянула и... Почему нет? Пишите в комментариях, может мне стоит все-таки взяться за стрелки и их немного усовершенствовать. Теперь погнали в универ, я жестко опаздываю. Все, мы уже в универе, вот так выглядит мой факультет географии, экологии и туризма. Честно говоря, я не знаю, кабинет у нас 224 ватт. Так быстро закончились пары. Пришла на вторую. Одни матрешки. Что, добро пожаловать в офис. Хожу в свое рабочее место, где я монтирую все свои видеоролики. Это туристическая компания. Отправляет она на работу за границу, в Турцию. Мне вот только что позвонили с Дома культуры и заказали у меня съемочки на 26 декабря. Ну, во-первых, я здесь зарабатываю. Во-вторых, у меня идет одновременно практика с моей основной профессией. Здесь я могу и монтировать, и делать домашнюю работу. Каждый день учусь новому, оттачиваю свои навыки. Идеально. Такой вот пенал у меня кочует из сумки в сумку. Не знаю, как взгляну, сразу настроение поднимается. Прям счастье дарит. Ну, скажите, милашка. Пенал, это так удобно. Я до этого вот ходила и по карману, все уже порвалось. Пока там достанешь что-либо. Давайте похвастаюсь своими текстовыделителями, которые я искала, не знаю, полгода. Делала такие постельные оттенки, чтобы они не просвечивали. Делите и смотрите, что с другой стороны творится. Вот кошмар. Теперь смотрите, как аккуратно стало. Близкие мы с вами сделали. Делаем монтаж. Надо записаться в салон. И вечером печеньки приготовить для моего другого видеоролика, который тоже выйдет ближе к Новому году. Ну что, сразу после работы мы пришли на жжение елки в парке Интемак. Лида, привет! Всем привет! Привет, привет! Я Касым-Повтор. Сейчас буду высыпать, но я дорогой стоит. Как много Дед Морозов! Уже люди потихоньку собираются, а здесь все живности собрались, одним словом. Люди переодеваются, не готовятся. Желающие могут горячий чай попить, там уже скоро начнется концерт. А пока мы посмотрим на елку. Атмосфера.